Захоронение аланского вождя, царя. Крупнейшая находка в чеченском селе Алханкала. Русские забирают, воруют наше золото и наши артефакты. Вот так всю историю русские присваивали чеченскую историю и приписывали ее другим. Оказывается, аланский царь, чеченец и аланы – это чеченцы. Какая печаль для любителей приписывать чеченскую историю себе. Заметили, что в русских новостях повсюду молчание. Если бы не телефоны и социальные сети, мы так и не узнали бы. Русские спокойно, без лишних глаз и сенсаций, забрали найденные артефакты, а через московские диаспоральные связи все это было бы приписано осетинской и грузинской истории. И, безусловно, такое уже много раз делали с чеченскими артефактами, особенно в годы ссылки всего чеченского народа в Среднюю Азию Советским Союзом, когда все чеченское достояние было украдено русскими и ближайшими соседями чеченцев. Вот аланский царь укомет чудавлен. Шану золотой украшение, кинжал, да, стеклянная чаша. Это надо будет почистить, конечно, еще. Ну, это ожерелье, да. Как у нас тоже. Это было украшение женское, и это было, видимо, приношение усопшему мужчине от его родственников. Оно было не на погребенном, а лежало отдельно. Мужчины такие не носили. Это отдельно лежало, да? А женщины, они мешать. А это значит, что ему посвятили свои посмертные дары его близкие. Женского пола. Да. Да. О, жена, сестра. Ну да. А как вы думаете, эти цифры где изготовлены? Здесь или это тоже привезено? Я думаю, привозные, потому что именно сама Сколько подвески, а сколько... Да. Потому что я думаю, что это могло привезло откуда-нибудь, может быть, из закопания. А почему нельзя было их вместе сделать? Öpti. Assalamu alaikum. Hinza televidение чуть она качает. Ночь элемент. Орш. İştniya. Kort bu var. İşler kıştı. Hırçan. Leopard ne знаю çaça. Kaşaçı kort bu. İşte bakın var. Çek. Hukka bu. Точно, хуй штат, из Москвы, бяхканчена, что седло ел, предположение, охун. Хокчуа говорил, да ела. Говорил, да яхкан, охчуол, шерт уга, шерт уг метр бу. Хокчуа ли говорил, я дохочую. Короче, херстеклянный чаш, 4-3 век, дубок, Москва, бяхканчена. На сегодняшний день بأكثر من الشاشبات تردو هذا هالستير كل سويد توميو إذا لا هيس يكره دياخ كتير بلاخيو خدوها دشي إيش تردي إذا دشيو إذا مروج Рубинш, деши, цепочка, ряды докучу. Москва, Бяхканец. Не то, что в России. Дунья, что Харсан разграбить, и ну Харсан дорогой, наследник Валах. И царь хиля, что оба царь, что хилиш я цба, Москва, Бяхканец, арбо, из Исметр. Что я хотел говорить, царь, это арка якна. Харприта дуаватина иш ступенш этчукук что шхолчхте дуцер иш шотки цатанини иш талио ступеншю ё иш талио ступенш короче иш это цанах корень отвах первый корень кот иш целости и сохранности Алханкала
Горчаш и гор интересный. Вот и выемш. В 3-4 веке огромный удалось представить. Вот это кольцо, смотри. Азамат, патин был куда чахом, патин был. Вот Равшинсон Хумянцер. Кольцо уже положили, да? Вот здесь вот. Это берем? Турду, шляю, дышим. А, хорошо. А вот это? Это сейчас, да, это есть. Так, Ленин, подожди. Вот здесь берем. 30, сколько было? 38. Запоминай цифру последнюю. Ох ты, аж воздух, чашки ты аж. 38. Воздух аж. Сейчас телевизионники все убежали, кто быстрее, сейчас по новостям, да. Кто скинет быстрее. Давай. Вот этот предмет, Зухра, оставляем или потом? Что это? Вот здесь лежит вот этот предмет вот здесь. Это же тоже, это А, парное, вот да. что-то было. А ты его один два номеров, да? Ну как его делать? Давай снимем его тоже. Давай. Это 38, 39. 39, нет, 39. Да, Азамат. Вот эту пряжку Султан Нишушин, Дунyan Çatanın Sakarı'da kırık dokun dersi. дерется она. Да, молодец. Вот эту пряжку. Стояды док. Получается наверх и поднимать. Да. Вот эту вещь. 41. Есть ему? Вот этот предмет. Говорит, geçiş. Он золотой. Dışı dedi, uşu. Да, он золотый, здесь какая-то, как вроде в виде какого-то креста какой-то есть, еще это смотри. Рисунок у него еще цвет мелкий. А так, да. Какой номер? Мама. 41 последний. Хорошо, мама, давай вот этот вот снимем 100%. Мне это очень, он очень это. Стол код ручной. Вырезать пин. Шкатулки. 42. И Очень дыши, что? Тоже есть пряжка. ну ее потом какой будем разбирать, что дадим. Дыши, да. 42. Вот это от меча, который вот уберем. Дыши, uşu. Rubinş, Rubinş. Там 4 года. Запомнил, скачать, док. Склеп сан свод. 53, по-моему. 54. Корчуяжда лат. Добра, 54 кольцо вот Корчуяжда, это. Вот здесь оно находилось. потолок вот. Острый, как склеп она была. 55, Добра, вот эта пряжка. Вот эта подножкой. Ритуальные действия с ним. Я думаю, Даже внутри как глаз какой-то красный камень, да? это да, скорее всего, грамматик какой-нибудь. Вот эти бронзовые, да? Нет, это все в основе серебро. Вот эти вот важные. Да, да, вот это большие. Это украшения каких-то ремней. То есть сбрую, но это еще не все, там остались пластины. Вот наконечник ремня. Очень интересно. Да, здесь есть Разрешите мне его глянуть? Наконечник ремня. Виноват. Понятно, да. Наконечник подвески, да? Там есть еще один наконечник, Характерный- Владимирович. Характерный для Сейчас я догонского вам покажу времени. его. Сейчас еще один очень интересный. Это хорошие тоже хроноиндикаторы. Это все. Вот этот, Владимирович, посмотрите, вам будет интересно. Смотрите, он вот такой вот. С подвеской. Да, это необычно. Он тоже в составе сбруйных был. Да, тоже инспирировано. Да. Это очень необычно. Да, сейчас только, да. А вот этот хорошо почищенный, смотрите. Мгм. Да, вот это лучше снять, потому что это немножко в грунт.
Здесь представлены как предметы сбруйных наборов, предметы одежды и подношения, посмертные усопшим. Вкратце. Золотые пряжки. Эта пряжка была поясной, изготовлена из литого золота, лицевая сторона щитка сделана в технике перегородочной инкрустации, и в виде ставок использовался гранат. Похожая пряжка более простая по своей орнаментике, и здесь небольшая пряжка. Они входили в состав обувной гарнитуры, поясной гарнитуры и портупейной гарнитуры. Теперь здесь это предмет называется бутероль. Это окончание ножен меча. Ножны были оформлены в виде золотой фольги. Деревянные ножны были оформлены золотой фольгой, чтобы подчеркивать тоже статусность захоронения. Из предметов украшений сбруйных наборов обратим внимание на крайне редкие уникальные находки вот таких бус, стеклянных или из турмалина. Анализ должен показать. Если стекло, то это очень высокое качество, потому что оно не покрыто патиной, концы которого были оформлены в виде золотой фольги со вставками тоже граната. Подобных бус для этого времени никому не известно. Тоже редкая форма украшения сбруйных ремней, полиэдрические бусины, декорированы также в технике перегородочной инкрустации гранатами. К сбруйным наборам также относятся наконечники подвески ремней, изготовленные из золота и также в технике перегородочной инкрустации. Пряжки и наконечники ремней позволяют дать вполне хорошую качественную дату в рамках второй трети четверти 4 века. Обращайте на себя внимание золотой литой браслет, который был при погребенном. Подобные браслеты встречаются не только в женских захоронениях, но и иногда в мужских. Кроме того, встречены два предмета женского костюма. Подобного рода цепочки, ожерелья из тонкого золотого прута, изготовленные плетением с подвесками. Подвески декорированы гранатом. Эти две подвески, скорее всего, являются приношением близких родственников женского пола усопшего своему дорогому человеку. Они лежали не на погребенном, а отдельно около его ног. В данном случае это подчеркивает, что это предметы были не характерны для мужчины. Безусловно, это женский костюм. Спасибо, Владимир Ильич. Да не за что. Вам спасибо. Столько слушай. Что мы без вас делали? Да,